Возвращаясь к теме антистрессов, мы забыли упомянуть очень важный пункт – природа. Вот уж где нервишки точно подлечатся. Спорить не буду. Для кого-то природа – это деревенский дом, а кому-то нужны все непременно палатки, костры. А можно, кстати, и в организованный тур рвануть, например, по нашей республике. Да, красот нашей республики хватает. Да и вариантов таких туров, кстати, тоже немало. Каких? Узнаем у гостя нашей студии Инги Усачевой. Инга, здравствуйте. 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 Ну, расскажите нам, какие, в принципе, виды отдыха, туров возможны на территории? На самом деле очень многие думают, что у нас есть только один вид отдыха и других не существует. Но у нас Республика Коми очень разнообразна. В ней можно приехать надолго, буквально на выходные, прокатиться на байдарках, пройтись экскурсии по нашему Сыктывкару или, например, посетить какие-то достопримечательности, яркие такие точки Республики Коми. А можно отправиться в многодневный поход на Уральские горы с плаванием по реке, на катамаранах, с подъемом на вершины, как раз-таки с кострами, с палатками и с такими более экстремальными условиями. Поэтому каждый, конечно, в Республике Коми может найти отдых для себя. А вот какие направления пользуются большим спросом? Традиционно, если мы говорим о летнем периоде, то традиционно это, конечно же, Уральские горы. Это такое направление крепкое, давно держится. И вообще такое мощное, так скажем, направление. Это, конечно же, Печоры-Илыжский заповедник, и это национальный парк Юг-2. Крупные такие две точки, куда идет поток туристов. Кроме этого, конечно же, отправляется немножко за пределы. Такое, скажем, Предуралье, Полярный Урал тоже из нашей республики отправляется. Но, кроме того, есть, например, можно приехать просто в Республику Коми в точку Сыктывкар с определенными, там, предположим, заранее договорившись, да, и мы, например, делаем очень часто комплексные туры. Вот человек хочет и в деревне побывать, и в горах побывать, и посмотреть музеи наши, и мы делаем такой микс, и все сразу. И желательно за 2 дня. Ну, конечно, да, за 2 дня невозможно это сделать, но за 7-9 дней вполне возможно делать. Не один раз так уже организовывали, и людям очень нравится, что они могут за вот этот свой период времени отдыха получить такой хороший микс туризма в Республике Коми. Ну, вот интересно, далекие, скажем, туры, где вот нужно жить в палатках, понятно, что они организованы, и там все продумано, но ведь там нет комфортных условий. Вы спрашиваете у людей, насколько на самом деле они готовы к тому, что у них не будет рядышком теплого туалета, например, душа? Все инструктора, все, кто сопровождает данные походы, всегда, конечно же, проводят собрания, объясняют изначально, что, ребята, тут у вас не будет вот этих условий, но будет вот это, вот это, вот это. Готовы ли вы? Многие, например, неподготовленные считают, что готовы, идут в поход. У меня были такие люди, которые сходили и сказали, было очень клево, но в следующий раз не пойдем, да? Давайте нам что-нибудь попроще. Когда ты идешь там 12 дней по бескрайней нашей тайге, конечно, это очень красиво, это очень впечатляет, но не каждый готов, конечно. А можно с середины маршрута сниматься как-то? Вот я прям совсем не выдерживаю. По-разному. Но на самом деле есть маленький маршрут. У нас есть, я называю такой тур для чайников, например. В прошлом году мы ходили с пенсионерами, поднялись на прекрасную гору Ярута. Она, конечно, небольшая, но мы же были на Урале и поднялись на гору, правильно? Поэтому совершили наш такой маленький подвиг за 4 дня. И какие впечатления были как раз? Очень яркие. Конечно же, очень понравилось, особенно женщинам пенсионного возраста. Представляете, они никогда не были в горах, и тут они поехали, а у них вот эта заброска вся в горы. Ну, жили, правда, не в палатках, а в домике. У нас было более организованно, и даже был туалет как раз-таки на территории Юг-2. И сам подъем на гору был без лишних рюкзаков. Только буквально с собой еду и все. Но впечатления, конечно, очень яркие. Делятся потом фотографиями долго и говорят, мы еще хотим, мы хотим еще. Но те варианты отдыха, которые вы предлагаете, это всегда лишь ваши изобретения, придумки? Или бывает, например, кто-то сходил и сказал, вот, а мне вот все понравилось, вот этого еще не хватило, и вы в следующий раз вот это добавляете? Например, чаще всего вот это? Я стараюсь просить как раз-таки обратную связь. А что у вас было? А что было интересно? А что вам не понравилось? А что, может быть, нам улучшить? Да? Конечно же, наши туристы учат нас работать. Они нам подсказывают, как лучше. И говорят, о, вот это был клевый, это было здоровский тур. А вот там я, например, добавил что-то еще. Конечно, мы добавляем. Но на самом деле я больше всего люблю делать индивидуальные туры. Это, наверное, самое интересное. Когда ты группе говоришь... Ну, то самое, 10, все сразу, да? 10, да, то самое. Какие 10 вот слов определяют вашу поездку в Республику Коми? И они начинают перечислять, например, да, там, чум, бураны, олени, хаски. И вот как бы, да, в зависимости от этого. И потом под вот эти вот слова, да, и начинаешь подбирать, миксовать что-то интересное. Мне кажется, самый интересный запрос был, я о нем часто рассказываю, это 15 декабря у меня был в прошлом году группа, они мне писали, чум, олени, бабы в сарафанах. Я думаю, боже, где же я баб в сарафанах найду 15
15 декабря. Нашли? Конечно. Нет ничего невозможного. Фольклорная группа была прекрасна, они остались просто в восторге. Да, это была московская группа, они очень интересные. А, кстати, получается, то есть туристы из-за пределов Республики Коми тоже к вам обращаются? что- Конечно, конечно, из-за пределов Республики Коми, из-за пределов Российской Федерации. На сегодня, на самом деле, последние 2 года достаточно популярна становится Республика Коми. И когда в Москве меня спрашивают: боже, где Республика Коми? Я говорю: да это же рядышком, 2 часа его на месте. Правда, 2 часа? Правда. А сколько стоит? Да ладно, так дешево, так вам можно приехать? Конечно. То есть люди многие просто даже не знают о том, что мы вот так вот рядом, у нас столько всяких интересных моментов есть, да, куда можно посетить, съездить. Да, здорово. Спасибо вам большое. Пожалуйста, очень приятно. Традиционное, наверное, пожелание вам неиссякаемых идей, чтобы туров было все Спасибо. больше, и они были все интереснее. И красивых маршрутов побольше. Чтобы Спасибо, было. приглашаю вас на наши маршруты. Хорошо, спасибо большое, обязательно придем.